привет-привет, с вами канал Life. И вот я хотела рассказать, что у нас есть такой благотворительный магазин Данки Шоп. И вот сюда можно отдавать одежду, обувь для, с пользой, да, с пользой. Вот видите, вот мы собрали, значит, дома пакеты с тем, что нам не нужно уже, мы относили это все. И вот так вот их опускаем туда. Вот такой процесс. Все. Мы сейчас пойдем искать опять, хотя мы там уже были, но снова искать ландшафтный парк. Мы идем по улице, которая должна привести нас в ландшафтный парк. Надеюсь, что сегодня мы погуляем по парку. Максим пошел с нами, мы хотим ему показать. А потом еще зайдем в буквоед. Нам нужна мягкая игрушка. Единственное, что парк вход платный. Там конечно, да. Небольшие деньги. 100 рублей, по-моему. Нет, меньше. Меньше даже? Да. И единственное, что нужно наличку брать с собой. У них не было безналичного расчета. Да. Поэтому взять с собой денежку полезно. Да. Тут желтые цветочки такие цветут. Я сейчас по дороге 50 раз остановилась. Отвечала победителю нашему на канале в конкурсе. Человек выиграл браслет из янтаря. На канале Школа Таро Альвиен. И вот я отвечала человеку. И уже всех раздражала немножко. Но нужно выслать посылочку. Будет. Второй победитель объявился только что. Тоже отвечала. Максим даже запнулся из-за меня. Вот. А еще мы обсуждаем, что он носит новую повязку на голове, такую прикольную, черную. И вот обсуждали, как можно волосы получше сделать, красивее, чтобы было. Я помню, в детстве, когда я была маленькая, я училась в школе и жила у бабушки с дедушкой. И вот пришла, я туда пришла в эту маленькую школу в 6 класс. Мне было уже 10 лет. Я я перепрыгнула, получается, через 2 класс, а потом через 4. Поэтому мне в 6 классе, по-моему, было 9 или 10 лет. Вот. И, естественно, я пошла в школу, познакомилась там с новыми ребятами, с девочками, подружилась. Вот. И, был какой-то праздник. Там сначала, допустим, Новый год, потом 8 марта. И я переживала, что все девочки завивали кудри. Все завивали кудри. Нужно же было что? Плойка или бигуди. Также лак для волос. Или, пенки тогда еще не было. Но вроде бы был лак для волос. А дорого же это все стоило. Дорого. И моя бабушка Тамара, она мне говорит: я, говорит, знаю такое средство, как сделать так, чтобы кудри неделю стояли. А сама она делала химию. Я говорю: химия, что ли? Она говорит: химию тебе рано, ты же маленькая. Но я тебя научу. В общем, сходила она в аптеку и купила семена льна. Есть такое растение лен. И вот его семена невероятно держат долго завивку. Несколько дней точно, если вы голову не помоете. И, в общем, она меня, значит, научила. Мы сварили этот лен, опустили туда бигуди, смочили тщательно. Бигуди, волосы смочили. И накрутили эти бигуди на ночь. Так я и спала. Было ужасно неудобно. А волосы у меня были длинные. Всю жизнь длинные. Я их обрезала там какой-то период жизни. Но потом сейчас отрастила они у меня почти по пояс. Вот. И тогда тоже так же было. Почти по пояс волосы. И вы представляете, подействовала. Я утром встала, волосы уже сухие. И чувствуется, что какие кудри-то тугие. Я умылась, оделась. Там все привела себя в порядок, чтобы идти-то на эту вечеринку-то на эту. Там типа дискотека в школе. И чаепитие. Снимаю я эти бигуди. А у меня же волосы-то длинные. Снимаю бигуди, а оно как стояло. Как стояла эта бигудя. Вот так же стоит волос. В одном и том же в этом положении.
Ну, я так руками их раскрутила. Так, чтобы подлиннее-то они были. Волосы сильно сократились, во-первых, в длине, но от того, что они завитые были. А во-вторых, вот если бы я не помыла голову, они держались мне кажется, еще и еще несколько дней, еще. Вот я несколько дней ходила кудрявая. Вот. Вот это средство универсальное. Никакой лак вам для волос или пенка, мне кажется, такого не сделают. Только лен. Кто-то говорил, какие-то сахар, огурцы, это все фигня. Льняное семя. Самое лучшее, чем можно завить волосы надолго. Без химии, без всяких химий. В общем, очень интересно было вот это. То, что бабушка меня... Я всю жизнь ими завивала этим льном, если нужно было, спала на бигудях. Была прекрасная завивка, этим пользовалась. Вот. Так, мы уже где-то подходим, да, ведь, Вов? Да, Совсем рядом. возле стены. Возле стены парка, да. Вот она. Это она же, да? Обвита чем-то вьющимся растением. Вот Да, этим. Плющ такой, да. Красиво так. Интересно. Мы были весной здесь. Единственное, что мы не снимали на камеру из-за того, что были ремонтные работы. Я сделала замечательные фотографии. Да, но фотографии были хорошие. Вот люди. Да, о, смотри, какие. О, кошка. КТ вылезла из парка. Смотри, на охоте. Крадется. Крадется. Так. Куда крадешься? Обратили внимание на нее или на него? Напугалась. Так, только сейчас не надо говорить, что я неправильно говорю по-русски или что я с большой земли, пожалуйста, товарищи калининградцы. Раздражает. Как хочу, так и разговариваю. Может, я от своей бабушки нахваталась. Так, улица Ботаническая, 2. Так, смотри, какое вот прямо оно растение-то разрослось-то. Представляешь, зимой это все просто палочки висящие. Да. А летом оно все покрывается вот этими листьями. Все. Вход через административное здание. Вот ландшафтный парк, вход через административное здание. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения, туризма еще и вот. И вот здесь двери беленькие. Вот через это здание можно зайти. Ух ты, кнопка вызова персонала для инвалидов. Ну все, вот мы идем через здание. Тут вот есть туалет. Все как положено. По центральной аллее сразу же здесь пройдем. Вот здесь хорошо. Сейчас я покажу, как билетики выглядят. Это же шедевр. Вот где вы еще найдете сейчас билеты, чтобы были? Это очень редкость большая. А в ландшафтном парке есть. В зоопарк, по-моему, уже не дают же, да? Или дают еще пока? Но в кино нету. Смотрите, какая красота. По 100 рублей билетики. Все, пойдемте. Вот по этой центральной аллее. Мне кажется, звуки тут не прекращаются. Работы. Тут косят траву. Да. Вы смотрите, какие папоротники, какой сад, ландшафтный дизайн. Вот смотрите, тут есть ваза, такая греческая. Да, из нее, значит, растут цветы. И она так оформлена, и будто из нее вылилось вот это вот цветочное, вот это вот прям фиолетовое все. Ух ты, лилии какие, смотрите. А дорожки. Как же здесь красиво. Вон петуньи, наверное. Видите, как хорошо здесь. Очень хороший парк. Мне он очень нравится. Мне очень понравилось. Ой, мы сейчас как раз и идем где-то к беседке. А вон там она. Ну давай вот чуть-чуть тут пройдем. Первый поворот налево. Первый поворот. Сразу хочешь просто уйти? Там стена. Хорошо. А там вот эти белые цветы растут. Вот эта центральная аллея. Смотрите, какое дерево интересное. Тут вот елочки вот всякие. Дерево. Ой, что случилось? Что там бренчит? Ребятки, бутылка играет, что ли? Посмотри, вот эти деревья. Ой, вот эти деревья, это вообще красиво как. Тут. Видите? Тебе нравится, Максим, здесь? Да. Здорово.
Пойдем сад покажем. Вот дерево с правой стороны, внутри него там весной очень много цветов было. Ух ты, а смотри, какой цветочек. С пчелками. Шмель. Ага. А тут еще больше пчела. Тут вот цветочки. Это два шмеля. Да, 2 шмеля, точно. Вон, видите, дерево-то это прям шедевральное такое. Действительно. Тут ходим, бродим. Сейчас вспомнила опять историю юмористическую из своего прошлого. Опять же из того же 6 класса. Пошла я, значит, в школу. И, ну, каждый день же, как вот бабушка, может быть, не особо они обращали внимание там на меня, как я одеваюсь, что я вообще... У меня были колготы черные, капронки были прозрачные, такие бежевые, юбки и были джинсы, ну, или штаны какие-то. А я такой была ребенок, немножечко странный, может быть, в чем-то, что или не научили меня, или что. Вот я приду с школы, а бывает колготки одену под штаны. Ну, это под джинсы колготки капроновые, чтобы не так холодно было. Что уже осень, а на Урале осень, она суровая. Она же не как здесь, в Калининграде. Ну и вот, значит, я одену колготки, сверху штаны, иду в школу, да. Вечером прихожу и все это вместе снимаю. Вместе со штанами колготки в одну кучку. Как бы штанины колготок из штанов не вынимаются. И вот как-то я потеряла свои колготки. Но никто не знал, где они. И мне пришлось в школу идти без колготок под штанами. А только штаны, джинсы, по-моему, были. Ну и я, значит, напялила эти джинсы-то. И только в школе я заметила, как носки колготок торчат сзади из штанов. Это было что-то. Да, мне очень нравится. Это как аллея влюбленных. Давайте пройдем по ней. Ух ты, прикольно как. Вот она, эта улитка, Вова. Да, да. Ух ты, пчелка меня это сейчас. Улитку берегут здесь. Она здесь является достоянием. Про нее даже в газетах пишут. О, смотрите, какой водоем. Ты на нее руками, ее лучше лишний раз не трогать. Вот она, деревянная улитка. Из веток, по-моему, ее сделали, что ли, там написали про это. Видите, какая прикольная. Прям. Я сейчас ее сфотографирую. Дальше от улитки. Тут вот, видите, вот так вот прям я сделала фотографии сейчас. Тут красиво. Тут мостик. Тут какой-то ручеек туда стекает, вот сюда, вот где все зацвело. Вся вода зацвела. Кувшинки, вон лотосы цветут прям, смотрите. Смотрите, как лотосы цветут красиво. Белые. Красота. Вот здесь, видите, стекает как будто горный ручеек. А мы куда, Вов, наверх пойдем или туда? Вокруг обойдем, поснимаем. Ага, сейчас я фотографию сделаю. Это Калининград, детка, как говорят. Центр города, да. Посмотрите, как же красиво здесь. В это место очень мало туристов приезжают. Они не знают. Максимум ботанический сад, зоопарк, ну еще какие-то места. Максимку забыли. Вот, да, они ходят в зоопарк, там, не знаю, в центральный парк, в ботанический сад, в рыбную деревню, да, на остров Канта, в кафедральный собор, в музей янтаря. Но они не знают про ландшафтный парк. Мы рассказываем. Дорогие туристы, обязательно приезжайте в ландшафтный парк. Ну вы посмотрите, как же все здесь красиво, как хорошо. Здесь есть все оборудованное, дорожки, цветы, растения, деревья, лавочки в любом месте, да, сделаны. Шикарные, абсолютно.
А вон там, смотри, можно между вот этими пройти. Видишь? Между вот тут вот прям в тайну. Пойдем в тайну. А я бы сказала. Ух ты, а тут номер. Или это что-то 105, да? Интересно. Так. Ух ты, Вов, смотри. А мы же, помнишь, весной, когда были, мы сверху обходили, там вверху дорожка. Классно, я хочу здесь немножко посидеть. Смотри, как здесь красиво. Это тайное место. Здорово. Мы сидим. Как красиво. Вот здесь вот подъемчик такой замечательный. Тут садик такой. Там вот беседочка. Видите, как хорошо. Шикарно прям. Пойдемте вон туда поднимемся. Там для детей все сделано. Там палатка стоит. Ух ты, палатки. 2 палатки. Интересно. А, детский лагерь. Здорово. Ну, мы видели там, да, ребятню. Природоведение или что-то подобное. Класс. Так, ну и что тут написано у нас? Памяти Августа Фридриха Швайгера, основателя садов, имевшего особые заслуги, посвящается друзьями. 1824 год. Мемориал установлен в 1881 году в памяти первого директора ботанического сада университета Альбертина, профессора Швайгера. Установлен в 1997 году. Дупло. Да, там дупло. Для белочки, наверное. Фух. Как хорошо. Видите, как? Вот это место, где мы сидели тайно. Да, как ты вот наше говоришь. тайное место. Там сидели. Секретное место. А вот тут смотрите, какой вид открывается. Пойдемте дальше. Вот. Сам по себе ландшафтный парк небольшой, но очень приятный, красивенький парк. Люди тоже ходят, что-то разглядывают там, что ли. Смотри. Вот яблоко висит, видишь? Нет. Тут, смотри, не разминируй. Вот. Белый налив, похоже на белый налив. О, вижу. А я нет. Они маленькие, немножко гнилые. Еще маленькие, ну ладно. Вот белый налив. И вот яблоки тоже, смотри. Как вот лежит яблоко. О, вот яблочки лежат уже. Это значит, что у твоего папы, Максим, яблочки тоже поспевают. Особенно белый налив. Вот придешь к нему, яблочек набери с дерева, принеси домой от папы. Вон, видите, как тут все. Винограда уже нет. А что, его убрали? Куст? Да. О, за что? Я так его берегла. Вот так вот. Ну, Они бывает. решили. Очень жаль, конечно, виноград. Такой хороший, там куст Изабеллы. Каждый год он поспевал. Улитки на нем жили. Обвивал крыльцо. Шикарный был куст. Зря его убрали. Зачем же? Ну, вот мне понравилось. Так, а что, куда пойдем? Вот сюда, наверное, Вов, да ведь? Да, по тропинке туда ближе к кусту.
Вот видишь, какая лесенка здесь симпатичная. А туда мы, наверное, к этому придем, да? Ведь это вот этот ручей, который стекает. А туда вот мы придем, наверное, к той беседке, да ведь? Вов. Ух ты. Тут, видимо, административное здание. О, теплица! Там ботанический маленький сад. Класс. Вот эти цветы у меня дома стоят. Вот такие же точно в букете. Я покупала у бабулек на улице за 150 рублей. Тут тоже арки стоят, видишь? Сад Альбертины, экологическая тропа. Здорово. Там вот лавочка есть. Ух ты, а тут смотри, Максим, какие штучки. Прикольно. Прикольные штучки. Вов, классные штуки. Вова. Ух ты. А там вот занятия, наверное, идут. Ребятки. Или просто группа туристов, гостей. Я кого-то видела в траве. Будто бы там кто-то ходил. Птичка. Здорово. Мне вот эти штуки вообще понравились. Прям классные. Так. По дорожкам пройдем. Цветочки. Вот мы вышли к той беседке, к которой мы первые подходили. Тут полив идет. До сих пор все должны быть, видимо, цветы политы. Это шикарно. Сейчас беседка, кстати, не занята, Вова. Хочу сделать здесь фотографию. Мы идем к выходу из нашего замечательного парка. Мы прогулялись, поболтали. И теперь уходим. Нам нужно делать наши дела. Пойти в магазин за молоком, получить в Озоне кофе очередной, безалкогольный, как я говорю, бескофеиновый. И, ловаться без кофеина. И в итоге еще и пойти в буквоед за мягкой игрушкой для Демида.